переключаюсь на YouTube, но это не точно. Сегодня снимаю про солнечную тропу. Это дорога из Ливадии в Гаспру. Протяженность чуть меньше 7 километров. Ее еще называют Царской, потому что по ней гуляли князья. Сзади эти вот туристы бегут. Дорога пока нормальная. Туристы убежали вперед. Мы их пропустили. Ну вот они там слышны вдалеке. Так, по дороге будут такие вот маркировочки. Мы прошли уже 520 метров и осталось 6191 метр. Вот такой красивый вид открывается жителям этого комплекса. А мы идем с другой стороны, за забором. Комплекс называется Царская тропа. Как обычно указатели. Это тут тропа. Я когда шла, справа подумала, что написано на грузинском. Да, прошли где-то километр. Вот там сзади Ялта осталась. А мы сейчас в поселке Арианда. И там люди. Но мы к этой смотровой не сможем подойти. Сможем. Сможем? Да, пошли. Вон там проходит солнечная тропа. Да, мы сейчас туда идем. Окей. Ну, виды здесь, конечно, шикарные. Так, прошли уже 1400 метров. Осталось 5 километров. Что вы думаете об этой прогулке? Мы прошли уже почти 1,5 километра. 1400 метров. Что я думаю? Думаю, что мы долго-долго собирались. Быстро-быстро идем. И на этом все. На этом все. Это красиво, сказочно, незабываемо. Посещайте, проходите и будете получать незабываемые впечатления. Ведут меня налево к руинам каким-то. Обнаружили руины на карте. Там еще какая-то пещера. Что еще? Google, да, у тебя? Google Яндекс, обещает. да. Яндекс обещает 173 метра пройтись до пункта назначения. Тут крутой спуск. Сколько может быть есть. Но тебе... О! Я не думаю, что я спущусь здесь. Да. Так, ну мы вернулись обратно, потому что там спуска нет. Идем дальше. Осталось 4 километра 851 метр. Ну вот, собственно, такая вот дорога. Началась, стоило только выйти из Ливадии. Там хоть более-менее нормально, потому что дворец. А здесь, видимо, уже всем пофигу. И коты появились. Привет! Ему пофигу тоже. Все-таки решили пойти к руинам. Вроде нашли какой-то проход. И вон там вот, ну не видно, да? Море проглядывает. Правильно идем? Руины древней крепости Арианда. Вон на что. Все, спускаемся. Давай аккуратно, здесь скользкий камень. Руку свою. Ладно, поднимаемся. Ну вот этот крест. Спускаться потяжелее, видимо. Ну, на попе поеду. Зато виды какие здесь. Ой. Офигенно. Ялта. До руины не дойти, идем вниз. Меня ведут туда вниз, короче, не знаю где. На новую смотровую. В итоге должны были вон туда выйти, на ту площадку. Но меня обломило идти по этим камням. Поэтому стою вот так вот. Любуюсь.
Ну вот, видимо, это вот и есть руины крепости. А может быть и нет. В общем, мы тут что-то ходим, бродим. Непонятно куда. По этим Яндекс.Картам непонятным. Мой Google вообще ничего не определяет. Maps.me тоже как-то ведет себя отстраненно. Возвращаемся обратно на тропу. На тропу. Короче, не нашли эти руины. Посмотрели на какие-то валуны. Полагаем, что это и есть руины крепости. Так идем или туда? Так, туда. Так, туда. В общем, куда-то туда. В общем, мы идем. Та группа убежала вперед. Мы не видим опознавательных знаков и просто идем. Все-таки идем мы правильно. Мы прошли 2 километра 400 метров. Осталось 4 километра 311 метров. Ура! Такие вот люки встречаются нам на протяжении пути. Люков нет, одни эти колеса, покрышки, как это называется. В общем, понятно. Мы прошли уже больше половины пути. Ну да, это помойка. Зато вид красивый. Это не помойка, это туалеты, которые были построены МЖО, но они, по-моему, не рабочие. Ой! Запахи, конечно, да. Как оказалось, обратно из Гаспры до Ливадии по морю, по пляжам пройти нельзя. Поэтому поедем обратно на автобусе. Потому что в поселке Арианда, там в советское время был санаторий, и территория вся перекрыта. Мы прошли 4350 метров. Осталось 2 километра 300 метров. Можем пойти налево к санаторию Жемчужина, и там должна быть обзорная площадка на Ласточкино гнездо. Пойдем, сходим туда. Google Map показал, что эти 40 минут до гнезда. Да, ничего не видно. Поэтому идем дальше. Потому что мы уже гуляем 3 часа. Да. Если что. Так, мы прошли 5561 метр. Высота над уровнем моря 171 метр. Нам остался 1 километр. 150 метров. Надоело идти по дороге, решили идти по тропинке. Ну, я думаю, они все равно идут параллельно друг другу. В общем, никакой аутентичности на этой тропе нет. Везде цивилизация, шумы, запахи, трасса. Короче, нет такого полного погружения. А сейчас, как в лучших традициях фильмов ужасов и моего любимого Стивена Кинга, мы пойдем под, хотел сказать, заброшенным мостом. Ну ладно, он не заброшенный. Но выглядит тоже не особо красиво. Идут к дольменам? Да. Ну, пошлите. Ну да, вон стрелочка синенькая нарисована. Камон. Вон каменные штуки лежат. О, да, дольмен, смотри. Вот, видишь, у него все вот сделан из такой вот здоровенной плиты каменной, которая просто так руками Пожалуй, не это поднять. второе интересное место на Солнечной тропе. Ну, после тех руин, которые мы не нашли. Вышли к какому-то парку. Вон еще отметка. Отметка, протяженность. Древний Рим. Это кафе написано. Что-то не то. Вот, собственно, тропа. Видишь, написано 213. В смысле, мы прошли, что ли, уже все? Ну да. В смысле, это начало? Если да? Нет. В смысле, это конец?
Прошли мы эту солнечную тропу. Она, в общем, на любителя. Проходить второй раз я вряд ли решусь. Даже если кто приедет в гости, идти по ней как-то, я не уверена. Это не то место, которое бы я рекомендовала к обязательному посещению. Даже если очень любите хайкинг, это что-то прям совсем не то.